русская женщина, каждый раз, когда читаю ваши стихи, меня удивляет. Больше удивляет, а потом радует. Вот это какая-то искренность. Вот она, наверное, не всем присуща. Вот искренность и открытость в вашей любовной лирике. Вот я думала, как она горянка, вот вы часто пишете, что вы горянка, вот вы горянка, болгарка, вот так смогли, вот это я слово хочу, чтобы так открыто, искренне смогли тут передать свои чувства, ощущения, боль порою. Вы знаете, это я вот нигде, такие интимные стихи, я вот сколько ездила за границей, была по всему Союзу, во всех республиках, большие залы занимала, стадионы. Честно, если без ложной скромности сказать, очень ко мне хорошо относились. Но я никогда не читала интимные стихи. Никогда ни в каком зале не читала. Не потому, что это очень интимные, очень душевные, и в то же время только можно их доверить бумаге. И главное, это не только о себе. Вот представьте себе, мне очень часто ко мне приходили. Я знала, что какие-то любовные, там, неудачные вот эти похождения людей, то есть, или как можно сказать, или сколько боли они переносили, сколько вот как. Я, когда вот это я слышала, я представляла себе на их место и от своего имени писала. Если бы я от их имени писала бы, они бы не звучали так. Они бы не... Когда от своего имени пишешь, это как монолог. И вот ты в роль как актер вживаешься. Поэтому они у меня так. Я даже когда не только интимные, вот я написала цикл стихотворения Назима Хикмети, я от имени, от своего имени написала. Ну, монологи сказала. И когда стали переводить, московские переводчики, зачем ты от своего имени? А я знала, что если бы Хикмет был такой, Хикмет то делал, это как рассказ был. Это не поэзия. А когда я говорю, что вот я то-то, вот что у меня там это... У меня получились. И они очень многих языках переведены, в Турции, и в других странах. И сначала Москва сдала. Вот такие вещи, это не только, вот, вы правильно и заметили, когда я откровенно, вот как вы говорите, писать, и все начали так писать, и мужчины даже. Ни одного мужчину, поэта найдите вот так, чтобы до меня вот так откровенно что-то там, о женщинах даже. Я одного русского поэта прочитала, а он чиновник был. Ну, настолько я его уважала, я думала, он умный, выступал и все. Прочитала стихи, он так куца, это он не потому, что он, наверное, бездарный был. Он, наверное, боялся о любви писать или что-то. Как-то вот скованный был. Поэзия скованность не должна существовать. Открытость надо. Боль человеческая. И ум человеческий.